В городе Бишкек и в селе Беловодское Чуйской области открылись центры по предоставлению бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. 3 центра, созданные в рамках проекта ПРООН «Расширение доступа к правосудию в Кыргызской Республике» при финансовой поддержке МИД Финляндии, уже функционируют в городах Токмок, Ош и Карасу. В этих центрах гражданам будут служить квалифицированные юристы Министерства юстиции и адвокаты, входящие в систему предоставления гарантированной государственной юридической помощи. По инициативе Министерства юстиции в 2010 году мы стали образовывать центры по оказанию бесплатной юридической помощи при управлениях юстиции наших регионов. То есть в каждой области в управлении юстиции были открыты такие центры. И когда мы стали изучать и анализировать работу этих центров, мы пришли к выводу, что эти центры очень хорошее подспорье для наших граждан, и что они могут получить такую бесплатную юридическую помощь, и необходимо расширять такие центры. Очень большое количество населения в нашей стране нуждается именно в получении первичной юридической помощи, именно в консультативной юридической помощи. И эта проблема очень остро стоит именно в регионах, в отдаленных регионах. Недостаточный доступ к бесплатной юридической помощи порождает массу других проблем, таких как отсутствие правоустанавливающих документов. Да? Если женщина не знает, куда ей обращаться и как обращаться, она, естественно, не может получить документы на своих детей. А если у нее документов нет, у ребенка автоматически прекращается доступ к образованию, к медицинским учреждениям, да, на получение каких-то социальных пособий. То есть там получается замкнутый круг. Я приехал из города Караколь Джалалабадской области. В Бишкеке проживаю уже 3-4 месяца. Когда нуждаемся в каких-то справках или консультациях, появляется необходимость в таких учреждениях. Было бы хорошо, если бы такие учреждения работали во всех районах. Хочу поблагодарить сотрудников центра за то, что нам помогают, объясняют, рассказывают, когда мы обращаемся к ним. Желаю успехов этим центрам. То есть мы сталкиваемся с тем, что допускаются нарушения прав граждан, законных интересов граждан из-за незнания тех или иных законов или непонимания или по разъяснению того или иного закона. И поэтому мы решили, что эти центры необходимы, чтобы, во-первых, искоренить правовую неграмотность наших граждан, кроме того, обеспечить доступ к правосудию, получение полной информации и создать гражданам, в особенности малоимущим гражданам, возможность получить юридическую консультацию. Согласно действующему законодательству, граждане имеют право на юридическую помощь только в рамках уголовного дела. Причем правом на бесплатную помощь обладают только обвиняемые лица, в то время как лица, ставшие жертвами преступлений, такого права не имеют. Новый законопроект о гарантированной государственной юридической помощи, который в настоящее время принят Чохорку Кенешем в первом чтении, предусматривает введение гарантированной юридической помощи и по гражданским и административным делам. Также новый закон предусматривает создание отдельной самостоятельной структуры, которая будет обеспечивать предоставление гарантированной государством юридической помощи. Значительным изменением станет и норма, в соответствии с которой к числу получателей услуг будут включены лица, ставшие жертвами уголовных преступлений. Доступ граждан к правосудию – один из ключевых принципов, наличие которого определяет степень развития государства как правового и демократического. Возможность получить правовую помощь является неотъемлемой и важной частью доступа к правосудию.